Değerli kişilerle dostlar, исәнмесез. Мен сезне бик шатмын күрергә безнең бу җылы татар өебездә, штаб татар Мәскәү дип атала. Бүген безнең бик күп яңа кешеләр бар. Алар беренче тапкыр монда. Әйдәгез инде штаб турында әз генә булса да сөйли башлыйм. Аннары тагын безнең идейный вдохновитель Рөстәм абый Ямалеев сөйләп барыр бөтен историясын һәм безгә күп яңалыклар сөйләр. Минем исемем Гөлнара, мин штаб татарның координаторы булам. Без инде 20 ел Мәскәүдә, менә бу үзәгендә шундый матур җирдә җыелабыз. Шулай итеп безнең бик күп клублар бар. Сезнең клубыгыз инде ул шундый студентлар клубы. Һәр якшәмбе без беләсездер инде монда җыелабыз. Бу гәнгә кичәбез безнең якшәмбе яшьләр кичәсе дип атала. Бик шат без монда күрергә сезне. Безнең бик күп клублар бар. Ул клуб Гиппократ, табиблар клубы, безнең офицер клубы бар, мафия. Без бик шулай җыелабыз монда штабта. Күп төрле кичәләр уздырабыз. Монда безнең тюрк халыклары клубы да бар, аннары аксакаллар клубы, бик күп клублар. Планнарыбыз турында беләсездер инде YouTube каналыбызда, безнең социаль челтәрләрдә без Instagramда, Контактта, Facebook'ta, YouTube'da иң зур канал татар телендә, татар телендә генә түгел, безнең YouTube каналда штаб татар Москва дип атала, анда инде безнең 1000 видео бар. Анда обязательно язылыгыз, кушылыгыз, комментарийлар языгыз. Безнең өчен сезнең активлар булуы бик мөһим. Һәм без сезне һәр вакыт инде безнең бар Телеграмда шундый группабыз, ул анда бөтенебез бар дип уйлыйм. Бармы бөтенсе анда? Бүген кешеләр. Все, надеюсь, есть, да, в группе в Телеграме, кто в студенческом. Да, и шулай ук сез дусларыгызны да кертә аласыз шул группага. Безнең Телеграмда зур каналыбыз бар, штаб татары Башкир Москва дип аталганда, безнең инде 1000дә артык кеше бар, почти 1500 людей уже. Это, наверное, самое большое сообщество в Телеграме татар Башкир Москвы. Туда тоже можно приглашать своих друзей, уже кто постарше, родителей, пусть знают о мероприятиях штаба и не только всю активность, которая проходит в Москве, татарскую и не только башкирскую. По поводу мероприятий, у нас очень много мероприятий проводятся, планы, которые будут проходить. Мы также будем анонсировать в этой самой большой группе. Бүген безнең инде сезнең өчен кичәбез. Без анонста яздык, безнең бүген Муса Җәлилгә багышланган кичәбез дип. Һәм безнең бүген иң мөһим кунагыбыз булырга тиеш иде. Бәлки, хәзер беләсез инде бик шундый авыру да әйтмәсәм, әйтмим инде ярар. Так как сейчас очень тяжелое время. Бүген безнең дочь Муса Җәлил килергә тиеш иде. Нурахмат абый аның белән сөйләште. Безнең Нурахмат абый ул ответственный за сегодняшнюю встречу, но ул бүген килә алмады. Ул сырхаулаган дип әйтте. Шулай итеп инде безнең менә бүген без Муса Җәлил исемендәге кичәбездә әлбәттә кем шигырьләрне бүген сөйләсә, сөйли һәм без дә шулай итеп башлыйбыз. Әйдәгез, бүгенге кичәне бик күп сораулар бирәсез миңа, үземә дә язасыз. Бик күп яңалыклар безнең бар һәм инде төп сүземне безнең основателебезгә Ямалеев Рустам Фаизович улына бирәсем килә. Һәм әйдәгез, поприветствуем его, конечно. И бик сорасагыз, он вам расскажет поучительные сказки.
Меня ты говорит Макаревич Жерлейнда, ты помнишь, как все начиналось, Дим, да? Меня все начиналось 30 лет назад с клуба ДЛ-16. Потом уже 25 лет, сейчас штабу нынче, и штаб татар, он был организован при ДЛ-16. ДЛ-16 в 92 году, штаб в 97 году. Вот. Поэтому, значит, у нас нынче именно ики юбилей, біріншісі штабның жерімі ел, екіншісі ДЛ-16-ның 30 ел. У нас біздің зур бейраминді ВКТ, білесіз, оларға тоже 30 ел. И 1100-летие принятия ислама инде. Да? Міне укисыз, корейсыз, значит, вот, шуңар, міне шундай біздің жаңалықлар бар инде. Жаңалықлар шумна YouTube каналны қарағыз, бик қызық канал, жаңа канал бұл, икенче совершенно контент. Ну, міне сіз білесіз, біздің әлі бар штаб татарской молодежи. Да? Міне суммарно бізді интернетта бір күнге Корей 20-25 мың кіші. Да? Міне ол көп шутлана инде татарский мир. Вот, шуңар. Міне нәрсе біз сізден сұрар еді. Міне сіз подъезда тұрасыз, подъезда татарлар болса, барығыз да танышығыз. Бірге шей ішігіз, бірге татар жырлары жырлағыз. Группада, институтта татарлар болса, барығыз танышығыз. Міне біз сізді қазір алсақ барығызны да, 10% татарлар яза біләлер татарша. Шулай бит инде. 50% татарлар укыйлар татарша. Шулай бит инде. Міне біз мұнда жиылабыз, біз мұнда шырашабыз, татар тілін соқларға, біздің сіздің білән, сіз бет яшырек, Мәскеуде, ондан соң 50 елдан, кімге ол татар тілі керек, біздің сіздің білән керек, сіз туғаннар білән, дуслар білән, шуны гіл сөйләшігіз, нишік соқларға, нәрсәшләргә, шуңар біз шуны шаныш білән сізге ул татар тілін, инде тоже тапшырабыз сізге. Сіздің бит ничә бабайларығыз, прадедларығыз, ниләргіз инде, ул татар тілі сізге ул килгән, шулай бит инде. Ул сездә шулай бетәчәк инде, шулай. Вот, шуңар татар тілі соқларға, біз сөйләшергә, мында шуңар җыелабыз. Вот. Ну, біз мында, значит, җегетләр белән сөйләшеп утырдык инде. Тоже нигә без сөйләшмәйбез татарча? Нигә сөйләшмәйбез? Үзара сөйләшмәйбез, телефоннан сөйләшмәйбез, да? Вот. Шуңар, значит, әйдәгез татарча гына сөйләшә башлайбыз, барсыда, да, барыбызда. Вот. Значит, тегендә сүз чыкты да, обещанный әкият, да? Берсен татарча сөйләйм, берсен урысча. Значит, урысча. Жила-была одна семья, отец и сын вдвоем. Вот в этой семье очень не хватало денег, катастрофически. И они работали на 3 работах, чтобы найти деньги и чтобы заплатить за учебу сыну. И так продолжалось из года в год. И отец, и сын работали на 3 работах. И сын говорил иногда отцу: ну сколько это будет продолжаться? Ну почему у нас так? Вот мы с тобой день-ночь работаем, денег нет, не хватает, еще учеба этого. Он говорил: сын, учись, денег найдем, будем работать. И когда было очень сложно, было очень голодно, когда они уставали, он взял однажды своего сына, они ползком заползли за печку, и на белой печке взял он уголек и написал на печке: так будет не всегда. Прошли многие годы. Все-таки сын получил образование и стал олигархом, очень богатым, успевающим человеком. Сын остался жить в этой своей домике, уже жить стало проще, сына обучили, значит, да, но жизнь вот была такая тяжелая. И когда сын приехал к отцу в гости из Англии на своем самолете, значит, со своей свитой, он говорит: папа, давай снесем этот дом, который весь вид здесь портит, давай построим замок, мы будем жить в замке с тобой, у нас такие, у меня возможности есть, я столько старался, у меня образование хорошее, я столько денег заработал, и мы будем с тобой прекрасно жить, и работать не надо, и, значит, и вот будем с тобой образ жизни поменяем. Отец его внимательно выслушал и сказал: сынок, можете на минуточку? И сын послушался отца, и он в дорогущем костюме вместе с отцом, они опять заползли за эту печку, и он свечку зажег, и на этой печке
было написано, что? Так будет не всегда. Так будет не всегда, да. Вот сделайте выводы. Ну, татар шабельмей меденищик сюрягахадр, значит, давай по-русски тогда. Была одна девочка, это сказку для ваших племянников, для ваших сестер, но очень вас просим перевести ее на татарский язык, она переводится, хорошо рассказывается. Вот. Была девочка Таня, Танзиля. Вот. И ей не спалось на своей постели. У нее есть своя кровать, своя подушка, свое одеяло. И ей не спалось. Вот не спится и все. Вот она ворочается, ворочается, ворочается. И в какой-то момент ей показалось, что это неудобно здесь спать, неуютно как-то. Дай-ка я лучше посмотрю, как другие спят. Пошла она к шарику, к собаке. Смотрит, шарик так сладко спит. Она залезла в конуру к шарику и так ворочалась, то жестко, то шарик мешается. Нет, шарик не пойдет. Потом пошла к овечкам. Овечки попыталась с ними поспать. Там тоже неуютно. Овечки ходят, значит, пошла в курятник. Пыталась с курами рядом спать. Тоже неуютно. Походила. Танзиля вернулась к своей постели, обняла свою родную мягкую подушку, хорошее свое одеяло. Ей показалось такой теплой и приятной ее постель после всех этих хождений, после всех этих сравнений. И потом она больше нигде ничего не искала и с сладким сном заснула. Еще минуточку внимания. Значит, хотел я вам рассказать о структуре штаба. У нас из чего состоит наш штаб? Да, из чего? Вот Гульнара перечислила вам клубы. У нас 3 штаба. 3. У нас есть ДЛ-16, у нас есть штаб в области, у нас здесь есть штаб, у нас 3 штаба. Сейчас кто ничего не делает, того никто не ругает. Все время, вот я сегодня ребятам рассказывал, да, как мы поставили забор в Красном Боре, да, сколько критики на нас, там критики. И мы помогаем 10 детским домам, чтобы им помочь. 10 подшефных детских домов у нас есть, они у нас по всей России. Вот. Один в Агрызе, в Казани, Подмосковье, в Туле. И у нас много мечетей, которые мы во время ифтара тоже посещаем. В прошлом году мы посетили 20 городов, в которых компактно проживают татары, где уже за 100 тысяч татар. И вот у нас, наверное, событием главным того года и результатом, итогом была вот эта книга. Если вы кто-то не взял, обязательно возьмите. 10 тысяч экземпляров. Вот про книгу кто меня спрашивал? Вы спрашивали. Вот он, товарищ, пришел домой, а у директора школы наша книга лежит, да? Вот, поэтому, значит, вот эту книгу, презентацию мы проводили в 20 городах и в 10 районах Татарстана. Вот. И, значит, уставом, вот вы здесь не все юристы, всегда нужно в жизни соответствовать уставу и всегда не отклоняться от него. По уставу мы должны, значит, заниматься штабом только в Москве. У нас нет в уставе не предусмотрена деятельность по всей России. Вот. Нам вывели, значит, ряд замечаний, которые мы устранили, но они никакую роль не играют, потому что у нас штаб татар, вот этот первый, не второй, не третий, он переформируется сейчас в Конгресс татар с расширенными полномочиями и с расширенной сферой деятельности. Чтобы мы, значит, выступали по всей, значит, России, и мы планируем, значит, сейчас у нас уже финальная стадия оформления Конгресса, чтобы мы уже общались с полпредствами, с народами ассамблеи, чтобы, значит, с посольствами, и чтобы вот этот вот, значит, Конгресс татар, он войдет у нас в структуру ВКТ. Вот у нас такие планы, поняли, да? Вот штаб у нас сейчас переформируется в Конгресс. Как у Конгресса будут такие полномочия, это значит, мы будем вот общаться практически и с послами, и, значит, особенно вот большую деятельность мы видим значит, в общении с среднеазиатскими республиками. Да? Мы единственная организация в Москве, которая проводит тюркскими народами у нас мероприятия. Вот 7 лет последние. У нас ифтары с тюркскими народами, у нас, значит, с молодежью тюркской народа. Вот на этой неделе мы хотим вечер памяти и проанализировать ситуацию в Казахстане. Да? Вот, и мы пригласим, значит, здесь, вот Казахстан взять. У нас есть в Москве автономия русских, которые выходцы из Казахстана. Есть казахи,
которые создали автономию, они выходцы из Казахстана, и есть третья автономия, казахи, которые живут в Москве. Вот. Мы со всеми троих их собираем, хотя, может быть, у них там между собой какие-то разногласия, мы их всегда собираем. Вот. Азербайджанцев собираем, Москва область. И вот у нас будет такой вечер, значит. Вот. У нас на этой неделе запланирована еще, значит, встреча офицерского клуба. Значит, мы будем офицеров собирать. Вот такие у нас планы. И вот, значит, переформатирование в Конгресс, значит, вот это тоже для нас, конечно, вот 25 лет у нас традиции все сохранятся, и вот это вот продолжением штаба будет у нас Конгресс, и вот это вот 30-летие ДЛ-16, к этому мы особенно так трепетно относимся, потому что с этого все и началось. Minun ismim Sabina, min Meskevci, min Meskevde туганыдым. Моя мама нижегородская татарка, мы из Нижегородской области. Я учусь на филологическом факультете МГУ, это мое второе образование по специальности. Я специалист по гостеприимству, гостиничный бизнес. Учусь и увлекаюсь языками, учу языки. Спасибо. Меня зовут Руслан, я работаю учителем физики в школе из Москвы. Sevmisiz, benim adım Ravi, ben Meskev'de yaşıyorum. Ben Tatar için tırışam. Правильно, молодец. Ben Nijgar Tatar. Tatarlar Alga. Меня зовут Денис Лам, я занимаюсь продажей стоматологического оборудования, сам из Самарской области, живу в Москве 2 года. Меня зовут Виль, я из Башкирии, город Стерлитамак, студент, 2-й курс, учусь на юридическом факультете. Барғызы сәлем, менің есімім Марсель, мен Башқұртстандан оқимын 3-ші метта, 3-ші курста. В общем, учусь в медико-технологическом университете, являюсь председателем татарского землячества в своем универе. Также хожу танцевать в коллектив Ильдан. Приходите танцевать, это татарский коллектив, все абсолютно бесплатно. Среда-пятница с 7 до 9 вечера, 2 дня в неделю. Меня зовут Ильсур, я сам из Туймазов, работаю сейчас в научном центре. Вот. Я с одногруппником пришел и через него тоже познакомился здесь с другими ребятами. Но я впервые здесь, поэтому я никого здесь не знаю, слова совсем. Баршаңызға зор сәлем. Мен Башқұртстаннан, менің есімім Шакуров Динар. Бітті. Кімсің малай? Кім малай? Кім малай? Роберт малай, мен Робертович. Понял. Мен бітірдім магистратуру в Уфе, в авиационном. Также был участником татарской квартирника в Уфада. Шулайық жылышайды, только масштаб, конечно, зряк бәле керек. Сам участник в прошлом татарского народно-фольклорного ансамбля, это Шмушин. Шмушин мимонда Юрищакна. Менің есімім Ильвина, я с Москвы, мои корни нижегородские. Меня зовут Ильнара, я на 1-м курсе, учусь на государственном муниципальном управлении, также я являюсь админом страницы сообщества Инстаграма Татарсол, который в основном на Нижегородскую область. Сейчас я там веду аккаунт. Баргызгада салям, менің есімім Файле, я из Нижегородской области, живу здесь, в Москве. Исәнмесез, менің есімім Дания, мен коррекционный педагог, живу в Москве, корни нижегородские. Ждем Нижгар форум. Всем салям, меня зовут Тимур, я закончил МГТУ имени Баумана, работаю по специальности инженером. Кто не в курсе, у меня друг Руслан, он недавно презентовал свою туристическую карту по Нижегородской области, вот, но почему-то об этом умолчал. Вот. Я, к сожалению, презентацию пропустил, но вот сегодня он мне вручил личный экземпляр, подарил, вот, и я надеюсь, его скоро полистаю. А еще Тимур, день рождения сегодня. Вау! Да. Спасибо, Руслан. Еще раз. Benim ismim Aydar, ben Şavladan. Шаулан, білесің ме? Что такое? Нидерайоннан. Да, все правильно. Все, Аллаха шүкір, білесің, жақсы. Илесігіз. Комплекс. Все, міне біздің кіші. Так, тағын нәрсе. Мәскеуде 3 жыл, 3-ші жыл кетті. Всем здравствуйте, меня зовут Михаил, я из Челябинска, учусь в Российском университете транспорта.
Занимаюсь фалеристикой. Все. Валеристикой? Фалеристикой. Да, вау. это коллекционирование медалей и знаков на железнодорожную тематику. Менің есімім Надир, мен Қазаннан бірінші курс родойында оқимын. Бекіши, рахмет. Баршаңызға да сәлем. Менің есімім Юсеф, мен Пензенский областан, Урта Алязан ауылы. Оқимын менеджменттан, Мәскеуде эшлеймін. Аккорон холдинг, металл, если кем-то занимается, обращайтесь. Менің есімім Ильнур, мен являюсь аспирантом первого курса в НИИ нефти, закончил РГУ нефти и газа. Эшлеймен, сервисная компания, да. Если кімге керек химия, нефтегазовая отрасльге обращайтесь тоже. Менің есімім Илгиз. Мен Урусудан. Урусу Татарстан белән Башкорт. Шунда. Между Башкирией и Татарстаном находится. Мен хәзер ярты ел яшәйм Мәскәүдә. Геологическая компания эшләйм. Исәнмесез, минем исемем Алсу. Я из Челябинска, учусь на стоматолога в 3-м меди, работаю в клинике в реанимации. И что я еще делаю? Еще я занимаюсь СММ. Так что если нужно вести аккаунты либо лечить зубы, все ко мне. Барадагызга сәлем, минем исем Алсу, миңа 20 яшь, мин уким педагогический дан, на логопеда. Мин Мәскәүдән, корни Нижегородскийлар, Сафаржай дан. Рахмет. Менің есімім Талгат Хисендинов, мен татар тіл активисті болам, татар электрон китабы проекты алып барам. Біз бірнеше кіші татарша китапларын цифрлаштырабыз, язылығыз, лайклар арқылығыз. Тағын мен Татарстан Республикасында татар тілі, дәулет тілер законы турында үтәлеші күзәтәм. Шуңа күрә, низдер айышма Татарстан ішінде татар тілі хөрмәт итмәсә, минем тарафоннан бик начар була. Меня зовут Дима. Я из Казани приехал 6 лет назад, родился там, закончил КФУ, в то время КГУ, Казанский федеральный университет, лицей при КГУ тоже, имени Лобачевского. Сейчас госслужащий здесь. Меня зовут Лейсан, я из Казани, 6 лет в Москве, юрист. Всем привет, я из Казани, закончил IT-лицей, сейчас учусь в высшей школе экономики на 4-м курсе. Менің есімім Олинер, мен Яшаладан, қазір МГСУ-ның 3-ші курсында оқимын. Меня зовут Саша, я из строительного университета из города Казани. Все. Меня зовут Камила, я из РНИМУ, учусь на 4-м курсе, а так из Республики Башкортостан, из поселка Чешмы. Всем привет, меня зовут Мадина, я учусь на 4-м курсе РНИМУ имени Пирогова на стоматологическом факультете. Всех очень рада видеть. Всем привет, меня зовут Настя, я учусь в РНИМУ имени Пирогова на 4-м курсе на лечебном факультете. Первый раз очень рада здесь быть. Баршаңа да сәлем, мен Салим, Төбәнге Әуріс, ауылынан Аршеевский район, Республика Башкортостан, әлі ВШ-да оқимын. Хәерле кич, минем исемем Альберт, мина 20 яшь, мен 3-нче курста ВШ-да укыйм, мен политолог. Всем салям, меня зовут Амир, я родом из Ташкента. Амир. Амир. Учусь на 4-м курсе МГУ спорта и туризма, работаю параллельно в консьерж-сервисе. Всем спасибо. Салям, менің есімім Диана, мен МГУда психфакта укым. Вот, хотелось бы сказать то, что если вам нужна будет психологическая помощь, обращайтесь, но на самом деле нет. Вот, потому что у меня другая специальность. Да, вот, рада всех видеть. И Рахмет, меня Игорь Мияш, я Уфадан. Уфадан. Рахмет. Всем привет, меня зовут Джамиля, я учусь в МГУ, будущий экстремальный психолог, я из Ташкента.